Уникальное оборудование позволит в прямом эфире транслировать концерты мировой классики в Башкирской филармонии. В Уфе сегодня открыли первый в республике виртуальный концертный зал. Здесь будут идти прямые эфиры лучших выступлений известных на весь мир оркестров. Максим Окунев с подробностями. Классика в режиме реального времени. Этот проект – революция в культурной жизни республики. Не выезжая за пределы Уфы, можно посетить концерты Мариинки или филармонического оркестра Владимира Спивакова. Мало того, что каждый человек, житель Уфы, может прийти в Башкирскую государственную филармонию и совершенно бесплатно насладиться лучшими образцами академического концертного искусства. Сегодня уже 46 филиалов на территории республики этого Всероссийского концертного зала действуют. Это очень важно, что это не оцифровка, не перезапись, а звук в реальном времени. Зал Башкирской филармонии адаптирован под так называемое панорамное звучание, то есть концерт будет одинаково слышен на любом из 600 посадочных мест. Музыкальный руководитель Олег Жданов рассказывает, над звуком работали лучшие московские специалисты. В филармонии была закуплена достаточно дорогая звуковая карта, которая позволяет транслировать именно такой звук в реальном времени. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что фонограмма уже приелась. И я считаю, что вот период, эпоха, даже можно сказать, фонограммы, она откатила развитие российской культуры назад. Трансляция с концертных площадок будет идти по защищенным каналам связи. Техническое оснащение стало возможным благодаря федеральному гранту. Современные технологии позволяют сделать некогда элитарное искусство массовым. Безусловно, как раз виртуальный концертный зал и есть вот тот мостик, который соединит массовые людей, массу с высоким искусством. В России виртуальных концертных залов единицы. В республике удалось создать целую сеть. Уже к следующему году в муниципалитетах будет насчитываться свыше 120 таких площадок. Максим Окунев, Азат Ишбулатов, Башкирское спутниковое телевидение.